Темирбек Акматалиев. Если посмотреть на послезавтра. Издательство «Турар». Бишкек, 2020 год. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2022 год. Текст читает Андрей Черкасов. Глава 1. Состояние и основные тенденции развития агропромышленного комплекса АПК. Параграф 1. Современное состояние АПК Кыргызстана. Кыргызстан практически со второго года обретения независимости перешел из категории индустриально-аграрных в категорию аграрно-индустриальных стран. Именно тогда, из-за разрыва связи когда-то единого народохозяйственного комплекса Союза, незнания организационно-управленческих и экономических азов рыночного перехода, начавшейся дикой приватизации, радикальной земельной реформы, хотя это было стратегически верным решением, сопряженной со значительными ошибками и потерями и ряда других факторов, началось резкое снижение объемов производства в республике. Причем снижение объемов промышленности шло намного более быстрыми темпами по сравнению с ситуацией в аграрном секторе. В результате, наряду со снижением общего ВВП, шло значительное изменение его структуры. Сегодня мы являемся по преимуществу аграрной страной. Сектор сельского хозяйства в структуре ВВП республики является одним из основных. Современная ситуация и сложившиеся тенденции указывают на то, что значительных изменений в структуре ВВП республики в сторону увеличения доли промышленности на ближайшие годы не предвидится. Возможен рост доли торговли и услуг. Основной причиной этого будут увеличивающиеся переводы трудовых мигрантов и спровоцированный этим быстрый рост сектора торговли и услуг. Доля же сельского хозяйства с учетом как ситуации внутри республики, так и влияния мирового кризиса, скорее всего, снизится, хотя в абсолютном значении даже может возрасти ввиду небольшого роста объемов производства, но в основном из-за роста цен на продовольствие. Более реально, что будет наблюдаться рост доли торговли и услуг в структуре ВВП, и хотя сельскохозяйственное производство в абсолютных значениях будет расти, но доля в структуре ВВП незначительно снизится. И это несмотря на то, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию будет сохраняться, причем не скачкообразно, но, что важно отметить, постоянно. Одна из главных причин этого – возросшая покупательная способность значительной части населения, получающей переводы трудовых мигрантов. Если характеризовать нынешнее состояние сельскохозяйственной отрасли республики, как и в целом АПК, то надо признать, что отрасль потеряла во многом свои прежние позиции – советский период. Сегодня она характеризуется как отрасль с ниже средним уровнем развития практически по всем показателям. Мы до сих пор значительно отстаем от союзного уровня как по урожайности сельскохозяйственных культур, так и по продуктивности животноводства. При этом надо иметь в виду, что и указанный союзный уровень, в свою очередь, намного отставал от показателей развитых стран. Все больше и больше деградируют пахотно-пригодные земли, больше стало болезней животных, ветеринарная работа находится на низком уровне, то же самое можно сказать и о семеноводстве. Очень незначительно применение минеральных удобрений, использование гербицидов, происходит износ ирригационной системы. Техническая оснащенность сельского хозяйства также находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Моральный и физический износ имеющихся в распоряжении субъектов отрасли техники давно превысил 85%. Поставки и приобретение новой техники мизерны в масштабах республики и не покрывают объемов выхода техники из строя и списания ее из-за непригодности. Надо отметить и такой фактор. Малые размеры наделов крестьянских хозяйств объективно не способствуют поддержанию севооборотов. В целом низкая агротехэкономическая грамотность новых собственников
препятствуют соблюдению агротехники и внедрению новых технологий в отрасли. Недостаток кредитных ресурсов, несмотря на некоторое их увеличение, особенно в последние годы, до сих пор не покрывает потребностей сельского хозяйства. Процентные ставки кредитов остаются относительно высокими. Разумеется, эти факторы приводят к низкой эффективности сельского хозяйства, как в растениеводстве, так и в животноводстве, характеризующейся очень низкой продуктивностью. Площадь пахотных земель в республике составляла в 2007 году 1281,4 тысяч гектаров, при этом 90% всей пашни поливная. Сегодня основными субъектами в сельском хозяйстве являются крестьянские фермерские хозяйства частной формы собственности. Численность их к 2008 году превысила 300 тысяч хозяйств. Крестьянские и фермерские хозяйства вместе с личными подсобными хозяйствами населения производят более 97% всей продукции отрасли. Но нет налаженной системы заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Так, уровень переработки сельскохозяйственной продукции отечественной промышленностью составляет всего приблизительно 15%. Это очень низкий показатель. Большинство предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции, были закрыты, а новых мало. Исчезли такие гиганты аграрной промышленности, как Орский ХБК, Орский шелкомбинат, Чуйские сахарные заводы, мясокомбинаты, консервные заводы, фабрики по обработке шерсти и другие. Периодически повторяются периоды перепроизводства и недопроизводства определенных культур, и, следовательно, резкие колебания цен на них. Со стороны соответствующих структур не разработана ценовая политика в аграрном секторе. Вследствие вышеперечисленных причин республика продолжает терять позиции по таким стратегически важным направлениям, как хлопководство, свекловодство и табаководство. А такие подсобные подотрасли, как звероводство, прудовое рыбоводство, пчеловодство, кролиководство, находятся практически в зачаточном состоянии, за исключением прудового рыбоводства, которое понемногу начинает развиваться.